Но это не первый заключительный этап, на который я ребят привожу. Для меня этот год необычный, потому что впервые от области поехали 2 человека, а не один. Вот, результатов, конечно, мы итоговых не знаем. Задания, особенно практики, очень понравились, потому что заранее непонятно было, что именно делать, и поэтому не получилось, допустим, там какого-то количества максимальных баллов, да, то есть вот тут началась вот та самая нервная, спортивная, азартная борьба, вот, когда все переживали, вот практический тур, конечно, он всегда самый интересный. То, что он такой вот неожиданный, это, я считаю, это очень правильно. Могу сказать несколько слов про ребят вообще. Вот еще с прошлого года собралась такая команда, аж, по-моему, из 8, что ли, или 10 регионов, включая Самару, которые как-то сразу подружились. И несмотря на то, что они там в одном потоке, они начали там совместно прорабатывать задания, совместно готовиться. Это было в Нальчике, и то же самое, только в расширенном виде получилось сейчас. То есть никакая не конкурентная, а именно вот командная работа. Один советует одно, другой советует другое. В принципе, все показали очень неплохой результат. Посмотрим, сколько из них войдет в призеры. Вот. И если говорят, что на Олимпиаду приехали там не только за дипломом, но и за тем, чтобы вот друзей заводить по всей России, то вот, по-моему, в этот раз получилось. Мои вот сразу у них друзья, в прямом смысле слова, от Брянска до Магадана, например. Вот. И все нормально готовятся, все рады, все переживают друг за друга, что характерно, и всегда готовы помочь. Уфу, как столицу Олимпиады, я могу только приветствовать. Я понял, что Уфа — это столица ОБЖ внезапно. Зашел в соседний торговый центр, а там манекены в противогазах. Было очень необычно и приятно. Уфу знаю очень хорошо, поэтому еще раз здесь побывать. Но это перевалочная база для спелеотуристов, я сам спелеолог. Вот, и приятно смотреть, как она с каждым годом все лучше и лучше. Вот я 30 лет ее наблюдаю, и вот, наверное, все, кто здесь живут, скажут, что вот за 30 лет это просто, небо и земля. Очень приятный, очень зеленый, красивый город, замечательные люди. Здорово, что здесь, здорово, что так. Как вам организация Олимпиады? Если честно, я с собой вез чайник. Потому что на прошлой Олимпиаде, например, там это была проблема, мы бегали, во всех магазинах скупали. Условия размещения, на мой взгляд, намного выше, намного удачней в бытовом смысле и вот в питательном, и там и по количеству номеров. Сайты все, через которые получаем информацию, все работает, все здорово, задержек никаких нет. Чуть-чуть понервничали вот теории 10 классов, сегодня там задержка на 5 минут, все, народ нервничает. Но тут же все сработало, тут же все пришло. Круглый стол, вот с которого сейчас мы, собственно говоря, вышли недавно, совершенно замечательный, крайне интересные люди. Когда сам выступал, было очень много вопросов живой интерес, но и после потом тоже уже высказывали мнение. Все говорили по делу, очень интересные опыты разработок со всех регионов. Поэтому, да, это повышение квалификации здесь это не пустой звук. Люди очень активно все воспринимают, и все пойдет, конечно, в копилку на будущее.